Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сухумская школа милиции реорганизована. Теперь обучение длится 4 года, а выпускники будут получать высшее образование. В Сухуме начал работу международный проект Россотрудничества, в котором принимают участие специалисты, работающие с детьми, ограниченными возможностями здоровья. Какие цвета нужно украсить елку в год дракона? Какие игрушки популярны и во сколько обойдется красавица Эль? Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, спикером Народного собрания Абхазии Лашей Ашуба и председателем парламента Южной Осетии Аланом Алборовым. Обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. 18 декабря в Москве также состоялось 65-е заседание парламентского собрания Союза Беларуси и России, в котором приняла участие делегация парламента Абхазии. Запланировано проведение парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Народное собрание парламента Республики Абхазия с 2008 года имеет статус постоянного наблюдателя при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Более 2 тонн абхазских мандаринов направлено в Краснодар в подарок детям Донбасса. Такое поручение дано министром внутренних дел Абхазии Робертом Киут по итогам рабочей поездки в Краснодар. Роберт Киут встретился с руководством Краснодарского университета МВД России и курсантами из Абхазии. Подробнее в материале пресс-службы МВД. Состоялась рабочая поездка министра внутренних дел Роберта Киут в Краснодар. По поручению генерал-майора милиции Роберта Киут более 2 тонн абхазских мандаринов направлено в Краснодар для формирования новогодних подарков детям Донбасса. Роберт Киут подчеркнул важность данной акции, отметив всецелую поддержку российским коллегам. В ходе визита прошли встречи главы МВД Абхазии с руководством вуза и курсантами из Республики Абхазия, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, успеваемости и дисциплины курсантов. Намечены планы на 2024-2025 годы. Роберт Киут, обращаясь к абхазским курсантам, пожелал будущим коллегам успехов в учебе, отметив, что полученные в стенах одного из лучших учебных заведений МВД России глубокие теоретические знания, основательная профессиональная подготовка и морально-психологическая закалка станут надежным фундаментом для деятельности сотрудников правоохранительных органов в будущем. Рад сегодня присутствовать здесь, где вы получаете соответствующее образование для того, чтобы завтра нести достойную службу в органах внутренних дел Республики Абхазия. И скажу вам так, для нас это очень важно, что полученные вами знания, которые будут применены в плане обеспечения правопорядка в нашей стране, это нам очень нужно. Вы знаете, какие тяжелые периоды нам пришлось проходить. Сегодня гораздо уже все лучше. И мы тоже, как руководство, стараемся улучшить бытовые условия, технически оснастить Министерство внутренних дел для того, чтобы завтра вам полученные знания можно было применять в полном мере и объеме. Вот, будучи сегодня в данном учебном заведении, то так мне удалось увидеть те комфортные условия, которые сегодня вам предоставляют возможность получать тот спектр и объем знаний, который будет необходим вам для дальнейшей жизни. И скажу вам так, вот как тоже в прошлом молодой человек, который вырос после окончания войны, сложный очень период, к сожалению великому, у нас такой возможности не было. Вот учиться и получать квалифицированное образование именно в вузах Российской Федерации, где есть определенный серьезный опыт, который позволяет вам принимать те решения и осуществлять ту работу, которая очень необходима.
По окончании вуза, чтобы приступить к работе, молодые люди должны обладать качественным образованием и соответствующими физическими данными, отметил начальник управления кадров МВД Абхазии Аляс Шинкуба. Коллеги обменялись памятными подарками. Глава МВД Абхазии Роберт Кют поблагодарил руководство и коллектив университета, преподавателей и наставников, ветеранов службы за то, что готовят достойное поколение офицеров, отметив, что, получив столь престижное образование в Краснодарском университете МВД России, молодые офицеры покажут успехи в дальнейшей службе. Курсанты высоко ценят представленную возможность обучаться в лучших вузах России, отмечает младший лейтенант Давид Амаба. Сегодня впервые к нам приехал министр внутренних дел Республики Абхазия с рабочим визитом. У нас была с ним встреча. Мы посидели, обсудили все интересующие нас вопросы, те, которые интересовали и нас, те, которые интересовали его. Мы остались довольны этой встречей, все прошло довольно хорошо. Нам предстоит двухмесячная практика. Также мы обсудили вопрос, в каком формате будет проходить наша практика, где мы будем работать после окончания нашего университета. Краснодарский университет – крупный учебный методический научный центр МВД России по подготовке, профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Кют оставил наилучшие пожелания в адрес учебного заведения в книге отзывов Краснодарского университета МВД России. Вадим Вуба признан виновным в убийстве Рамина Ахмаилы и приговорен к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Такое решение вынес Верховный суд Абхазии. Рамин Ахмаил был убит ночью 27 июля 2022 года на одной из сухумских улиц. В машину, в которой он сидел, не менее 10 раз выстрелили из автомата. Пострадал и водитель автомобиля Даур Джумути. Он был госпитализирован со сквозным пулевым ранением. Сухумская школа милиции реорганизована в высшую школу. Теперь обучение здесь длится 4 года. Выпускники будут получать высшее юридическое образование. Репортаж Шазина Ханагуа. Эрик Алшунба – курсант 2-го курса. Он планирует работать в уголовном розыске. Эрик – один из тех, кто уже обучается по новой методике. Признается, что обучение проходит нелегко, но с большим энтузиазмом и интересом. Выбрал школу милиции по той причине, что я хочу следствовать всему направлению, то, что происходит у нас в стране. То есть наше Министерство внутренних дел, разумеется, нуждается в работниках. Разумеется, первые дни были у меня не очень легкие. Во время курса молодого бойца учеба проходит сложно, но при этом учиться, будешь стараться учиться, разумеется, это вознаграждается в форме увольнения на определенные сутки. Вот уже 25 лет Высшая школа милиции имени Героя Абхазии Виталия Смыр предоставляет возможность получить качественное образование и подготовку для работы в правоохранительных органах. Если ранее обучение в школе милиции длилось 2 года, то теперь 4. Согласно новому учебному плану и введенным новшествам, теперь выпускники Высшей школы милиции будут оканчивать учебное заведение с высшим образованием, а не среднеспециальным, как это было ранее. Вот несколько лет тому назад появилась такая необходимость заполнения личного состава более качественным составом, то есть в связи с чем мы разработали программу высшего учебного заведения и с помощью руководства республики и руководителей Министерства внутренних дел мы смогли со средней специальной школы реорганизовать наше учебное заведение на Высшую школу милиции. Процесс обучения в Высшей школе милиции уже идет 4 года. Существенно расширен список дисциплин, увеличены образовательные часы. Для разработки новой методики руководство МВД обратилось в главный вуз страны АГУ, где ректоратом было принято решение оказать всяческое содействие Министерству внутренних дел. Это оперативно-розыскная деятельность, административная деятельность, то есть это сотрудники оперативных служб, участковые уполномоченные и сотрудники госавтоинспекции. Есть на будущее в планах добавить еще специализации, необходимые для Министерства внутренних дел. Учебный план наш, разработанный кафедрой спецдисциплин,
был согласован с Абхазским государственным университетом, согласован, доработан с предложениями, с учетом предложений руководства юридического факультета АГУ. То есть наш учебный план соответствует в настоящее время всем необходимым требованиям и ГОСТам. Порядок обучения в школе милиции строго контролируется. Студенты должны соблюдать дисциплину и выполнять учебные задания в срок. Обучение включает в себя как теоретическую, так и практическую части. Практически постоянно учащиеся находятся в школе, и им предоставляется увольнительное. Это вид поощрения за хорошие результаты в учебе. Лекции для курсантов школы милиции читают преподаватели АГУ, а также преподаватели из числа офицеров МВД в отставке, обладающие соответствующей квалификацией. Разница между Абхазским госуниверситетом, юридическим факультетом АГУ и программой Высшей школы милиции заключается в том, что у нас помимо дисциплин юриспруденции, да, у нас немалое количество дисциплин военной направленности. То есть это разведывательная тактика, есть инженерная подготовка, все, что необходимо для военнослужащего, то есть к этой программе добавлено. Наличие среднего специального образования ограничивало сотрудников правоохранительных органов в карьерном росте, в частности, в присвоении очередных специальных званий старшего командного состава. Теперь же для выпускников школы милиции МВД в статусе высшего государственного учебного заведения подобные проблемы останутся позади. Следует отметить, что курсанты в рамках учебного процесса помимо дисциплин проходят и автодело. И при удачной сдаче экзамена выпускник получит водительское удостоверение. Уже несколько лет мы разрабатываем проект изменений в статус военнослужащего, претендуем и будем надеяться, что депутаты парламента нас поддержат, чтобы курсант имел статус военнослужащего. То есть, если так пойдет, конечно, было бы еще лучше, чтобы курсант в 22 года пошел в большую жизнь с дипломом о высшем образовании, с водительскими удостоверениями и, конечно, с военным билетом. Между поступающим в школу курсантом и МВД заключается взаимообязывающий контракт, благодаря чему по завершении учебы курсант будет трудоустроен. Обучение в школе милиции бесплатное. Школа милиции открывает путь к различным интересным профессиям в силовых структурах. За эти годы школу успешно окончили более 700 молодых людей, которые получили специальное образование и успешно работают в органах внутренних дел. Шазина Ханаго, Камке, Абхазское телевидение. Общественная палата Абхазии считает изменения, внесенные в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния, давно назревшими и выражает свое удовлетворение по поводу их принятия. Об этом говорится в обращении членов палаты, принятого по итогам заседания, где обсуждались поправки к законопроекту, позволяющие снять ограничения для тех, кто хочет восстановить абхазскую принадлежность и фамилию. Данный правовой акт обеспечит правовую регламентацию интеграции лиц без гражданства, компактно проживающих на части территории Абхазии, в современное политическое, социально-экономическое, этнокультурное пространство страны, что, безусловно, будет способствовать укреплению национальной безопасности республики и ее дальнейшему развитию как независимого, правового, демократического государства, говорится в обращении членов Общественной палаты. В Сухуми начал работу форум добрых дел. Это международный проект Россотрудничества, в котором принимают участие руководители реабилитационных центров, врачи-неврологи, реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, педагоги и другие специалисты, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В Абхазию из России приехали одни из лучших специалистов, которые будут делиться собственной методикой с наилучшими результатами. Форум организован при поддержке Министерства здравоохранения. Подробности в репортаже Асиды Малия. Количество образовательных, коррекционных и реабилитационных учреждений в Абхазии с годами увеличивается. Ведь о проблеме детского развития заговорили громче, а сознательные родители без устали занимаются тем, что обеспечат их детям улучшение состояния здоровья. Дети с особенностями развития нуждаются в особом внимании, и потому цель этого форума – привлечь внимание к работе с такими детьми.
Эксперты расскажут о современных подходах к долгосрочной реабилитации детей и подростков с двигательными и иными нарушениями. Основной упор делается на то, что у нас занятия, они происходит не в виде занятия, что ребенок, например, пришел к специалисту по ЛФК, у него там 30 минут, когда он занимается ЛФК, потом он пришел к дефектологу, 30 минут занимается с ним дефектолог, потом он приходит в свою обычную жизнь, и там ничего не меняется, потому что там все остается так же, как было до этого. Вот. А эти изменения, они должны как бы включаться сразу же в уход. Если ребенок семейный, то, соответственно, там очень много внимания уделяется тому, что обучаются родители. И это очень сильно влияет на развитие ребенка и на возможность использовать им те навыки, которые он приобретает на каких-то специализированных занятиях. Министр здравоохранения Эдуард Бутба приветствовал участников форума. Он отметил, что подобные встречи специалистов необходимы и, несомненно, дадут положительные результаты. Время добрых дел не первый год проводим, и не только под эгидой Россотрудничества. Мы совместно с Минздравом Республики Абхазия, с Россотрудничеством проводятся такие акции. Мы постоянно поддерживаем это направление. Сейчас география расширяется. В прошлом году это был город Сухум. Сейчас локации расширяются. Это и Ачимчира, это и Гал, и Гудаута. Заместитель министра просвещения Ада Кварчели акцентировала внимание на том, что от работы подобных специалистов во многом зависит адаптация детей к образовательному процессу и в целом их успеваемость, конечно же, с учетом особенностей развития здоровья. Мы рады нашему сотрудничеству и взаимодействию, потому что, опять-таки говорю, вы приносите только добро, только пользу, не только детям, но и тем родителям этих детей и обществу в целом. Вы формируете пример доброго отношения. В своем приветственном слове игумен Игнатий Киут с благодарностью обратился к специалистам за их широкую душу и работу во благо исцеления. Главные спикеры форума – российские специалисты, председатель правления Центра лечебной педагогики, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, ведущий логопед Анна Битова, эксперт Центра лечебной педагогики, эрготерапевт Ольга Бояршинова, а также невролог, врач высшей категории специализации детская неврология Татьяна Машина. Специалисты рассказали о методах семейно-централизованной программы реабилитации детей и подростков, подробно рассказали о развивающем уходе за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями и расстройствами. Психолог и специалист по прикладному анализу поведения Анна Подолянка руководит собственным фондом и центром «Росток» в Сухуме, где работают с нормально развивающимися детками и с теми, кому диагностировали нарушение развития. Участники форума, они, кроме того, что ведут определенную работу в России, они еще регулярно издают в России те книги, например, помогают издавать книги по сенсорной интеграции, они помогают знакомиться с современными методами коррекции и реабилитации детей. У них есть программа по обучению методике Dear Floor Time. Это тоже современная методика с научно доказанной эффективностью. И очень здорово, что специалисты смогли приехать. Это я сейчас говорю о Битовой Анне Львовне и Бояршниковой Ольге Сергеевне, а Машина Татьяна Ивановна врач-невролог, который уже не первый раз приезжает сюда и помогает выявлять детей с нарушениями развития. Второй день форума будет практическим. Он пройдет в центре «Росток». Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Посольство Абхазии в Сирии приняло участие в международном благотворительном базаре 2023. Главная цель мероприятия – сбор денег для пострадавших при землетрясении в феврале этого года. В благотворительном базаре участвовали 16 дипмиссий. Организатор – сирийский дипломатический клуб, в который входят супруги глав дипмиссии, дипломаты, почетные консулы, аккредитованные в Сирии. Новый год – время волшебства и веселья, но для коллектива ГТРК это еще время кропотливого труда, ежедневные продолжительные съемки праздничных программ и передач. Конечно же, одна из самых главных и ответственных – съемка новогоднего огонька. Каким будет самый важный праздничный концерт, расскажет Уляна Рожкова. Здравствуй, Новый год! В обновленной студии Абхазского телевидения царит атмосфера счастья и праздника. В эту новогоднюю ночь вы увидите совершенно новое и захватывающее представление молодых и талантливых исполнителей. В
преддверии Нового года журналисты, операторы, режиссеры, да и в целом вся творческая команда ГТРК особенно загружена. Все готовятся к записи новогоднего концерта. В обновленной студии абхазского телевидения работа кипит с утра до вечера. За качественную съемку, несомненно, отвечают операторы. Михаил Братухин уже не первый год принимает участие в съемочном процессе. Каждый год мы задействованы, все операторы и режиссеры, на новогоднем огоньке, поэтому все артисты у нас приходят, и наша задача снять все номера, все выступления для того, чтобы наши зрители в ночь 31 декабря смогли посмотреть наш, так скажем, новогодний огонек. Обычно с утра до вечера. Это очень много времени занимает, потому что мы пишем по 2 дубля каждого артиста, каждого выступающего, поэтому это занимает кое-какое время. В новогоднем огоньке принимают участие как знаменитые, так и начинающие артисты. Детская вокально-хореографическая студия «Страза» уже второй раз снимается в огоньке. Подготовка группы к концерту начинается за несколько месяцев, отметила директор студии Рамина Заде. Мы готовимся к любому мероприятию, к любому празднику заранее. Это 2-3 месяца работы. Мы выбираем композицию, над которой работает аранжировщик, который создает ту версию, которую я хочу. Далее у нас в команде, естественно, педагог по вокалу, который занимается с детьми, хореограф, отвечающий за танец, стилист, который шьет костюмы нам. Это такая большая команда людей, благодаря которым мы видим сегодняшнюю картину. То есть это не 2-3 человека в группе, это целая такая большая команда. Ну, естественно, спасибо огромное родителям. В новогоднюю ночь телезрителей абхазского телевидения ждет очень много праздничных и развлекательных программ. Не пропустите. Ульяна Рожкова, Константин Паруло, Абхазское телевидение. С каждым днем Новый год становится все ближе, а с ним и праздничная атмосфера. Радостные встречи с друзьями и близкими, новогодние каникулы и подарки. Главным атрибутом новогодней атмосферы, конечно, является украшенная елка. В какие цвета нужно украсить ее в год дракона? Какие елочные игрушки популярны у жителей столицы? И во сколько обойдется красавица Эли, узнавала Рада Чичава. Новый год к нам мчится, а с ним и один из самых главных вопросов праздничного сезона – как же украсить елку? Наступающий год – год зеленого дракона, который в китайской мифологии считается одним из самых главных и сильных знаков зодиака, счастливым талисманом во всем. Будущий год, по поверьям, сулит быть удачливым и благополучным, а цвета, которые помогут привлечь удачу в дом и считаются счастливыми в 2024 году – это золотой, серебряный, красный и бело-серые оттенки. Жители Сухума, как рассказали реализаторы новогодних украшений, в этом году отдают предпочтение красным и золотым елочным игрушкам, а ассортимент самих магазинов и торговых точек в действительности разнообразен. Ну, у нас в этом году много чего есть. Символика, драконы разные, гирлянды, игрушки и многое чего другое. Люди берут к Новому году все, гирлянды, символика. В ассортименте у нас много чего есть, новинки есть. В основном берут в красных тонах. Значит, это цветы красные, игрушки красные, так как 24 год – год зеленого дракона. И хотят наряжать, тренд наряжания елок в красном цвете, ярком цвете. Ну, в основном берут гирлянды. Это вот роса на проволоке, потому что это сейчас очень модно. И минимализм. Цветочки и все. Практически так. В зависимости от символа наступающего года тенденции в украшении праздничной елки меняются. Каждый год появляются новые направления, оригинальные идеи для создания в своем доме по-настоящему волшебной атмосферы. Как рассказали продавцы новогоднего декора, ежегодно, прежде чем закупить товар, они внимательно изучают актуальные тренды, цвета года и стараются привозить самые популярные и интересные позиции. Мы всегда в интернете смотрим, какой цвет в моде, как люди будут наряжать в этом году свои елки, как будут отмечать. И вот стараемся все привозить так, как надо. Мы изучаем, какой год кого будет, потому что каждый год по-разному. В этом году красный цвет актуален, в том году был другой цвет. Поэтому мы сначала интересуемся в интернете, а потом уже закупки делаем.
Касательно ценовой политики, как отмечают реализаторы, все зависит от запроса потребителя. В зависимости от магазина, его расположения, количества позиций на выбор и даже представленных стилей. Закупить украшения в небольшом количестве можно вполне бюджетно, а вот украсить праздничную елку с нуля, приобретя все элементы декора, будет уже не совсем дешево. Зависит от игрушек, от какие стеклянные или пластмассовые. Все цены разные, от 2000 до 5. Ой, в этом году цены очень на все взлетели. Чуть-чуть, конечно, цены кусаются, но это не от нас зависит. Это мы где закупаем, там чуть-чуть цены хорошо подлетели. Плюс еще доставка очень дорогая выходит. Ну, вот так вот. Люди жалуются, но что нам делать? Это не от нас. Мы не производители. У нас тут рассчитано на средний класс людей. То есть игрушки можно приобрести от 20 рублей поштучно, если до 100 рублей. Ну и также в наборах есть недорогие, 200-300 рублей. У нас недорогой ассортимент. Мы стараемся брать на простого покупателя. Если заново брать новую елку, новые игрушки, то это около 10 как минимум. В наличии магазинов на самом деле можно найти все, что душе угодно для создания праздничной волшебной атмосферы и декора не только елки, но и дома. От гирлянд и елочных игрушек до фигурок Деда Мороза и рождественских венков. Словом, покупатели довольны. Я, скорее всего, больше ориентируюсь на то, что говорят, что больше удачу приносит. Вот это вот больше я стараюсь каждый год к этому больше стремиться. Ну, я меняю, каждый год меняю. Да. И покупаю всегда новое что-то. Говорят, еще к удачу, конечно, если что-то новое приобрести, помимо того, что у тебя уже дома есть, надо уже обновлять новое. Ценовое хорошо, можно сказать. Нравится все. Очень стильно, красиво. И, конечно, в предпраздничную пору, когда вся страна готовится к наступлению Нового года, невозможно обойтись без теплых слов поздравлений и пожеланий. Всех с наступающим Новым годом. Желаю всем, конечно же, здоровья, чтобы мир был во всем мире, чтобы все люди радовались, жили долго, счастливо, чтобы все было у людей хорошо с Нового года. Я желаю всем в 2024 году здоровья, мирного неба. Самое главное. С наступающим всех, с Новым годом. Желаю всем здоровья, в первую очередь. А остальное пускай все мечты сбываются у всех. Зеленый дракон благоволит яркости и, согласно приметам, любит множество украшений. Но все же подход каждого к праздничному декору индивидуален. И главное в выборе элементов декорирования – это личное ощущение праздника и волшебства каждого человека. А удача, пожалуй, пусть прилагается к любому цвету елочных игрушек. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 19 декабря в Абхазском драмтеатре состоится концерт камерного оркестра республики. Слушателей ждет новая программа и несколько музыкальных произведений, которые оркестр и солисты исполнят впервые. Начало в 18 часов, вход свободный. 19 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открывается выставка «Лучшая работа года». В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, созданные в течение года. Торжественное открытие выставки состоится в 14 часов. Посетить выставку можно до 28 декабря. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 19 декабря на территории Абхазии ожидается облачно с прояснениями. Погода ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков в предгорьях и горах. Дождь со снегом, снег. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 7,12, температура морской воды плюс 13 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.